Столичный предприниматель Вячеслав Решки также решил не оставаться в стороне. Волонтерству ему не привыкать. В ресурсном центре добровольчества компания Вячеслава – постоянный помощник. Независимо от ситуации в стране, нужно делать добрые дела. Потому что это гражданский долг. Важно, что есть люди, которые в нужде. Мы работаем с центром давно. Регулярно поставляем и одежду ребятам, и антисептики, перчатки, потому что они работают с малосемейными, с пенсионерами. И с 2020 года мы активно работаем с волонтерским центром. Сами являемся волонтерами. Пункт сбора по адресу Орджоникидзе, 10 работает без выходных с 10 утра до 8 часов вечера. Неравнодушные горожане очень активные, подчеркнули в штабе. Везут все от продуктов питания и до одежды. Якутяне не оставляют в беде тех, кто сегодня нуждается в помощи. Сегодня, допустим, привезли, как мы видим здесь, одежду. Есть даже компании, которые коробками везут постельное белье, чайники. И здесь даже есть, мы видим, допустим, гирлянда, может быть, кто-то использует ее через год, а также, конечно же, это детские товары, каши, пюрешки, и, конечно же, помимо канцтоваров, это медицинские товары, которые также сейчас актуальны. Люди активно подключаются более-менее. Помимо этого у нас заработала горячая линия, по которому можно обратиться по поводу оказания гуманитарной помощи. Это 508-892, 508-893, где можно тоже также позвонить и уточниться и перевозить гуманитарную помощь. Помимо этого, через сайт Российского Красного Креста для беженцев из Донбасса, основная масса которых сейчас базируется в Ростовской области, можно перевести и финансовые средства. Между тем, Алданский район также готов принимать от населения гуманитарную помощь. Он будет открыт в городе Алдан, улица 1 квартал, дом 6. С 12 до 3 часов мы принимаем гуманитарную помощь от населения. Хочу сообщить, что уже поступают звонки о том, что люди с радостью помогут, и у меня уже полный багажник новых вещей, и которые, естественно, пойдут для беженцев, в помощь для беженцев. Работники пункта отметили, что предметы гуманитарной помощи должны быть новыми в цельной упаковке с этикетками в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.